Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим, как создавать интерактивные изображения в сервисе ThinkLink. Интерактивные изображения – это такие изображения, в которых есть специальные маркеры, специальные участки, куда, наводя мышку, ваши пользователи могут получить дополнительную информацию. То есть появится специальное маленькое окошко, в котором будет высвечиваться что-то новое. Да, это будет видео, фото, все что угодно. В данном случае вначале, конечно же, нужно перейти на сайт thinklink.com. Для того, чтобы начать работу, нужно войти на сайт, создав аккаунт. В первый раз аккаунт создается автоматически. Нажимаем на логин, выбираем, например, логин с помощью Gmail, то есть вход на сайт с помощью нашей почты на Gmail. При первом входе приложение ThinkLink запросит разрешение. Даем такое разрешение, разрешаем. И как видите, сразу же автоматически импортируется адрес нашей электронной почты, наше имя, фамилия из электронной почты. Единственное, что мы должны добавить, это кто мы есть, то есть для чего мы используем ThinkLink, и дату нашего рождения. Выбираем год, выбираем месяц, выбираем день рождения. И внизу, если есть галочка в пункте Subscribe, мы подписываемся. Если нет, то не подписываемся. Нажимаем на Done. После этого создается аккаунт для нас. Мы можем посмотреть обучающее видео, а можем сразу же нажать на кнопку Start Using ThinkLink. То есть начать уже использовать сервис. Для того, чтобы создать свое первое изображение, как вы видите, мы в первый раз зашли, никаких изображений, естественно, нету. До этого мы не делали. Для того, чтобы начать уже работу, нужно перейти к созданию нашего изображения. То есть нажать кнопку Create в самом верху. Create, выбираем Upload Image, то есть загрузить изображение. Выбираем изображение, например, с рабочего стола, то есть с нашего компьютера. В данном случае я выбрал такое изображение, схематическое изображение нашей Солнечной системы. Даем нашему проекту название. И после того, как определимся с названием, начнем работу. Работа, в принципе, достаточно легкая. Достаточно навести мышку на тот участок, где вы хотите поставить специальный маркер, и кликаем туда. Появляется маркер, мы можем выбрать цвет маркера, задать описание. То есть тот самый текст, который будет высвечиваться, появляться, когда ваши пользователи будут нажимать на мышку или наводить мышку на элементы. Итак, для каждого элемента на картинке, то есть мы можем вставлять специальные вот эти маркеры, добавлять информацию. Маркеры бывают, как видите, разных цветов. Можем цветы выбирать, когда мы устанавливаем маркер, либо когда уже все установлено, просто можем нажать еще раз на этот маркер и выбрать другой цвет. Кстати, вы видите сейчас, я ищу статью в Википедии про Землю. Не просто так, копирую ссылку на эту статью в Википедии и вставляю в пункт Link or Image Address. То есть в данном случае, если мышку навести на, как вы видите, на именно маркер планеты Земля на этой схеме, то высвечивается не просто название планеты, но и информация о планете, которая указана на Википедии. И в том числе есть ссылка на эту статью. Save Image сохраняет наше изображение. Смотрим дальше, что мы можем делать. Мы можем поделиться, и естественно, для этого есть кнопка Share. Делимся в социальных сетях, либо ссылкой где угодно, либо встраиваем на свой сайт. Естественно, для этого нужно выбрать вот пункт iframe и там указать размер. То есть достаточно указать ширину вашей статьи, которая нужна для того, чтобы мы определились с размером данной страницы. Вы должны уже знать ширину своих статей.
Это достаточно стандартный размер. Для каждого сайта, естественно, он может быть своим, но в пределах около 120-800 пикселей. Переходим на свой сайт и вставляем наш код в тело статьи. И смотрим. Вот, как видите, появилась статья. И появилось наше изображение, уже встроенное на наш сайт. И, как вы видите, наведя указатель мышки на эти маркеры, установленные нами, появляется вот эта дополнительная информация. Таким образом, обычное изображение превратилось в интерактивное. На этом все. Спасибо за внимание.